Надежда Бабкина, гость башкирского спутникового телевидения. Поговорим о культуре прямо сейчас. Надежда Георгиевна, здравствуйте. Здравствуйте. Вы прибыли в Уфу, у нас два повода. Это 50 дней до начала церемонии Всемирной фольклориады, которая пройдет в Башкортостане с 3 по 10 июля. И второе – это большой форум, посвященный культуре «Арт-Курултай». Вот скажите, пожалуйста, давайте сначала начнем с фольклориады. Все-таки тема близкая. В начале года вы даже встречались с главой Башкортостана Разием Хабировым. Как все прошло, ваше впечатление? Замечательно, потому что остается всего считанные дни, потому что такое 50 дней, это моментально пролетает, если года летят быстро. И организация на высшем уровне, все контролируется главой, это очень важно, потому что на самотек такие вещи пускать нельзя, приезжает огромное количество представителей других стран, и, конечно, Россия должна обязательно быть гостеприимной и встретить, ну, как обычно, например, как футбол. Понимаете? Почему бы фольклориаду не встретить так? Да тем более в Башкортостане. Здесь очень благоприятное место для проведения таких мероприятий. Я сюда приезжаю не первый раз. Я дважды была здесь на фестивале-марафоне «Песни России». Объехали, так сказать, достаточно большое количество и городов, и сел, маленьких мест, где люди живут, там везде бывали. И это вызывало бесконечный интерес у людей. Значит, о чем говорит? Что люди соскучились. Они хотят слышать часто, видеть о культуре, в которой они растут, живут, воспитываются. И эту культуру, в общем-то, несут с собой. Это очень важно. А для того, чтобы это происходило, нужны мероприятия. И нужна поддержка. Ведь нашему народу только скажи, люди, сегодня будет вот то-то, завтра, приезжайте, приходите. Они придут, им интересно. Потому что это часть нашей огромной страны, Башкортостан. Очень серьезная республика. И здесь огромное количество разных национальных культур. Вот даже сейчас, проводя мастер-класс, я рассказывала об успехах, о том, как добиться результата хорошего, качественного. Пелись с залом, на них показывали примеры, сами демонстрировали, потом спели. И какая-то получилась удивительная, знаете, такая симфония радости, что ли. Или мы соскучились друг по другу. Или от того, что такой год сложный, пандемия, все были отлучены друг от друга. Наверное, это тоже сказывается. Наш народ привык общаться, а поговорить. Вот если нет этого поговорить, у нас ничего не складывается. А когда ты разговариваешь, то ты не утонешь в стихии этих вопросов и ответов, а наоборот, ты обязательно что-то услышишь для себя важное. У нас люди мудры, потому что традиции такие, они разные, обереги у всех разные, обряды разные, но они настолько интересные и красочные, что они составляют яркость нашей жизни. Поэтому мероприятие, которое было сейчас на площади, это одна история. Мастер-класс, который я здесь провела при полном зале, это другая история. Я сегодня дала 4 разных интервью телевизионным. И все это связано с культурой. И все это связано вот, с предстоящим огромным событием. Конечно, мы здесь будем обязательно. И мне так понравилась вот эта история с матрешкой. Матрешка вроде это символ русской культуры. А девочка там башкирская. Это так красиво, это так чудно, так ласково, так нежно. Я, знаете, люблю всякий народ, живущий в нашей стране, даже если я не знаю наречия, языка не знаю. Но я вижу, что у них есть своя какая-то тайна, у них есть что-то такое душевное. Они про это хотят рассказать, заявить о себе. А раз это происходит, народ живет, народ творит, народ созидает. Ну так надо это ж поддержать. Поэтому глава Башкортостана молодец. Он делает большое дело не только для своей республики, но и для страны Россия. А тем более сегодня были представители Министерства культуры Российской Федерации, Дома народного творчества и руководителя ЮНЕСКО, который представляет здесь, и иностранные представители. Послушайте, уровень был высокий. Я скажу, замечательный. Надежда Георгиевна, миллион людей будут следить за Всемирной фольклориадой. Вы как считаете, какой эффект это для республики может произвести и для всей страны в целом? Вы знаете, я всегда, как руководитель и директор театра «Русская песня», всегда в этом вижу два направления. Направление связано именно с духовностью, именно с воспитательно-образовательным процессом, с знакомством. Вопрос с удивлением, если хотите, потому что многие понятия не имеют, что происходит в той или иной республике. Многие никаких обменов сегодня не имеют. А здесь они будут получать в большом пакете сразу много. И не только наши, но и зарубежные. Но это чудесно. А второе, я рассматриваю коммерческую историю.
В каком смысле? Я полагаю, что на таких потрясающих больших форумах, на таких потрясающих больших мероприятиях можно решать коммерческие взаимодействия и с республикой, и с Россией в том числе. То есть всегда культура и экономика, культура и бизнес идут рядом. Не надо отделять друг от друга. Надо грамотно к этому подойти. Я уверена, что ваш глава думает на эту тему и сделает так, как надо. Арт-Курултай – это форум, который посвящен культуре, он состоялся впервые, но дальше он будет проводиться ежегодно. Вот, на ваш взгляд, какие главные в повестке вопросы относительно культуры сегодня в нашей стране, какие задачи стоят? А вы знаете, повестки культуры в нашей стране сегодня очень важные и актуальные. Мы упустили этот момент. С развала страны огромной, с 90-х годов, этот сегмент культура основной страны нашей, многонациональной, многообразной и ярчайшей, которые составляют генетику государства, утрачено. И нынешние поколения, сегодняшние растущие, они мало что про это знают. Ни про историю, ни про обычаи и традиции разного региона, ни про народности, которые живут, а сколько народностей и так далее. Не интересуются. Значит, эта ситуация в воспитательном и образовательном процессе очень важна. И то, что делается здесь, в Башкортостане, мне кажется, это одна из главных направленностей, позиций. Тогда не будет проблем с подрастающей молодежью, не будет агрессии, не будет отлучения от земли, на которой они родились, а будет уважение и почитание. Почему мы на это не обращаем внимания? Это не потому, что надо запретить то, пятое, десятое. Запретами ничего не решишь. С народом, еще раз говорю, надо разговаривать и заниматься вот именно. Идеология должна быть в России созидательная и образовательная. Идеология культуры нашей страны. Нет в мире такой страны, как Россия. Своим генофондом, понимаете, генетическими вот этими корнями, которые давным-давно интегрировали друг друга. Нет ни одной страны в мире, и мы не можем это заценить и сами этим воспользоваться. Нам зачем у кого-то учиться? Давайте-ка мы попробуем эту науку применим для себя. И как только она применительна будет для нас, для всех и для мелкоты, которая подрастает, мы поймем и оценим, как они будут относиться и к старшему поколению, и то, что создавало старшее поколение, и так далее. Ведь нас же так воспитывали. Так а почему не взять лучшее из той самой великой страны Советского Союза и перетащить в новых, так сказать, аранжировках, обработках, в новых, так сказать, иллюстрациях сегодняшнего 21 века? Ведь там же были глобальные решения и вопросы. И поэтому общество думающих людей, а не просто развлекающих, играющих. Понимаете? Хотя и эта часть имеет место быть. Развлечения, да, почему нет? Почему нельзя использовать... Вот есть коллективы, которые используют на национальном колорите очень модные современные звуки, очень модные направления, очень модные аранжировки. Слушайте, так ложится народная песня. Потрясающе. И от этого молодежи становится забавно. Ой, как это круто. При этом им не надо даже ничего объявлять. У них ножки и ручки ходят самостоятельно. Почему? Да потому что они уроженцы этой земли. Понимаете? Что перекрашиваться-то? И по ходу в воздухе менять обувь. Уже идите твердой поступи и добивайтесь хороших, качественных результатов. Вот и все. Надежда Георгиевна, по вашему мнению, быть культурным, что это означает сегодня? Сегодня это прежде всего надо быть воспитанным человеком, знать о культуре своей страны, многонациональность, запомните, это очень важно. У нас нет лучше или худшее. У нас есть многонациональная культура, в которой есть Башкортостан, Удмуртия, там, Татарстан, Поволжье берем, понимаете, откуда я родом, например. Или там север, Якутия, Бурятия. Куда хотите, раскиньте свои взоры. Вы получите удивительную информацию, поток информации о яркостях, о удивительных традициях и обычаях. Это, вы понимаете, это не сказка, это реальная быль. Она же передается из уст в уста, из поколения в поколение. Так чего же мы, поколение сегодняшнее, не хотим передать? Это и есть культурный человек. Понимаете, культурно посидеть – это выпить водки и сказать, что вот я культурно посидел, отдохнул. Это, знаете, ну как вам сказать, это безобразие. Это ниже плинтуса прям закапывается. А когда ты говоришь «человек культурный», человек может поддержать любую тему разговора, человек может ответить на все вопросы, в которых он компетентен, человек может участвовать в диспутах, в рассуждениях. Вот это важно. Вот это очень важно. Поэтому, заканчивая свое
присутствие в Уфе. Хочу сказать вам всем огромное спасибо. И был сегодня день, конечно, насыщенный, тяжелый, прямо скажем, но он в радость. Я от этого лично получаю удовольствие, потому что, когда людям интересно, мне становится в разы, как-то, знаете, комфортнее, что, оказывается, и мои знания кому-то пригождаются. Надежда Георгиевна, мы вас будем ждать еще в Уфе. Спасибо. Крепкого здоровья вам. Благодарю вас. Всей республики Всего доброго. За вами. До Спасибо. встречи. До свидания. Это была программа «Интервью» в эфире Башкирского спутникового телевидения. С нами была Надежда Бабкина.